Делегация из Абхазии в составе 4 человек проделала не самый близкий путь до Южной Осетии на автомобилях. В ее составе секретарь Совбеза Мухаммед Килба, он же возглавил делегацию, главный спасатель страны Лев Квициня, заместитель генпрокурора Эшсоу Какалия и, конечно, сам председатель Центра избиркома Тамаз Гогия. Рассказывая о ходе выборов, вернувшиеся из братской страны, отмечали, что удивляла атмосфера. Человеческая, наверное, определенная зависть в том, что организовано было и у нас, в принципе, за последние эти 20 лет мы научились проводить выборы на высоком организационном уровне, выборы различных уровней. Но тем не менее, к великому сожалению, мы это не смогли преодолеть. Вот эмоциональность, а то иногда переходящая в агрессию, оно имеет место быть у нас на наших выборах. То, что было это не замечено ни на одном участке, хотя борьба там шла, она очень ожесточенная и конкретная. Тем более. Сразу после прибытия в страну наша делегация посетила штаб каждого из кандидатов на пост главы осетинского государства. В день голосования международные наблюдатели из Абхазии, разделившись на 2 группы, объехали 27 избирательных участков. 9-го в день выборов мы наметили план передвижения, перемещения, посещения участковых комиссий, ознакомились с той документацией, которая была нам предоставлена, и разбились на 2 группы, потому что посетить, охватить полностью всю территорию одной группой очень сложно было. Вы знаете, это горная страна, очень труднодоступные места, сам город Цхинвал расположен в низменности, но районы далеко от центра находятся, и добираться было сложно. Говоря о ходе работы на самих участках, Тамаз Гогия подчеркивает, осетины о своей внутренней политической кухне говорить не собирались и в день выборов выступили единым фронтом. В любом политических событиях такого рода присутствует определенная напряженность, и мы по каким-то каналам имели информацию о том, что были определенные напряженности у сторон, каждая из них представляла свою программу, недовольные были, не относились к ней, но и тем не менее население ссор из избы не выносило. Я пытался выяснить какие-то детали, несмотря на добродушие, братское отношение к нам, было приятно видеть, что такого выноса ссора из избы не было. Есть большие отличия в выборных законодательствах 2 стран, отмечает Тамаз Гогия. Например, в Южной Осетии члены участковых комиссий не проверяют избирателей по спискам, так как те, в свою очередь, приходят сразу с приглашением, предварительно отосланным им ЦИКом страны. И с этим приглашением каждый гражданин, обращаясь к члену участковой комиссии, предъявляет удостоверение. Как только предъявляет удостоверение, начинается с того, что в паспорте ставится штамп. После чего, проставив штамп, у них не в алфавитном порядке, у них в цифровом порядке. То есть, если он определил, что он 30-й или 50-й или 100-й по списку, он подходит к тому члену комиссии, у которого, скажем, с определенного числа по определенное число избирателей записано. То есть он знает свой номер и в этом промежутке обращается туда. Почему? Не как у нас. Дело в том, что, видимо, есть особенность осетинская, у них фамилии начинаются в основном с определенных букв. Что касается выявленных нарушений, ничего значительного абхазскими наблюдателями обнаружено не было. Однако несколько своих советов наша делегация в братской стране оставила. Были, на наш взгляд, на взгляд нашей комиссии, нарушения, которые, я не знаю, насколько они могли влиять на выборы, на ход выборов и так далее, но мы давали эти замечания и в рекомендательном порядке мы на них обращали внимание, откровенно говоря. Я думаю, что я не нарушу какой-то этикет, если здесь об этих небольших тонкостях скажу. У них действующий президент, допустим, не уходит в отпуск, он остается действующим президентом, это не является каким-то нарушением, это, наверное, требование их действующего законодательства. Но в кабинете Центральной избирательной комиссии, тогда, когда баллотируется президент, висит портрет действующего президента, это не соответствует нормам международного права. Посол Республики Абхазия в Южной Осетии от имени абхазской делегации международных наблюдателей поздравил избранного президента Анатолия Бибилова с победой в выборах. Напомню, президентская гонка в Южной Осетии завершилась 9 апреля. Избранный кандидат набрал почти 58% от общего числа голосов. Элеонора Гилаян, Рамо Камкия, Абаза ТВ.